Службой воздушных линий распредсетей Центрального РЭС производится работа по технологическому присоединению потребителей к электросетям. В данный момент бригада производит работу по подключению потребителя к воздушной линии в микрорайоне Марха. В целом по филиалу Центральной электрической сети по Иркутскэнерго запланированы мероприятия в рамках производственной программы. Они касаются ремонтов магистральных сетей, ремонтов оборудования. На сегодняшний день уже нами проведены работы по капитальным ремонтам магистральных сетей заречной группы УЛУСов. Также работы проводятся в Покровском, Бердиксянском, Нанских РЭСах. То есть это те РЭСы, где у нас транспортная логистическая схема более-менее работает лучше, чем за рекой, так как у нас есть переправы. Это создает трудности, поэтому там работа начинается заведомо раньше срока. Также сейчас идет подготовка к ремонтам распределительных сетей. В этом году у нас запланировано 126 километров замены неизолированных проводов на провод марки СИП. Материалами под эти работы мы запланировали, материалы у нас есть, они доставлены до места производства работ, составлены сетевые графики, на которые мы опираемся в своей деятельности. Пока работы идут без отставаний. Также в производственной программе нашего филиала запланированы работы по содержанию линий электропередач в нормативном состоянии. Это касается расчистки древесно-кустарников растительности под проводами в охранных зонах ЛЭП. В этом году планом у нас предусмотрено порядка 1200 га. В основном это магистральные сети, класс напряжения 35-110. Работы по ним частично уже завершены и продолжаются в настоящее время. Расскажите еще, пожалуйста, про замену опор, которые в прошлом году из-за пожара у нас погорели. В прошлом году, как мы знаем, все были повреждены наши сети. Очень большой объем повреждений у нас был зафиксирован в Татинском УЛУСе. Это магистральная линия, которая обеспечивает снабжением 3 района нашей республики: Чурапчинский, Татинский, Тампонский УЛУСы. Объем повреждений был значительный, порядка 130 опор. На сегодняшний день эти опоры заменены, работы там закончены в полном объеме. Более того, мы провели дополнительные мероприятия, которые поддерживают состояние сетей в удовлетворенном состоянии. То есть расчистили просеку, также организовали окопку опор, устроили минерализованные полосы, то есть те примитивные мероприятия, которые защитят нашу сети в случае возникновения подобных ситуаций. В начале года были проведены большие работы на 110-шных линиях. Вкратце вот уже, какие линии были охвачены и какие работы были проведены? У нас на данный момент завершены работы по КВЛ Мая-Чурапча на участке Чурапчинского РЭСа. Объемом было предусмотрено замена 20 опор. В настоящее время там также продолжает работать подрядная организация, в объеме которых также 20 опор. Эти работы ведутся, установлены пока сроки. Также были работы проведены на участке Тампонского РЭСа, на участке Татинского РЭСа. Те планы, которые мы поставили перед собой, на сегодняшний день тоже выполнены. Теми материалами, которые были предусмотрены для реализации производственных программ, в настоящее время они все у нас имеются. Они были доставлены в срок. Более половины из общего объема материалов мы уже доставили на места производства работ. Сейчас остались те материалы на складах, по составу работ которых мы их будем перераспределять уже позже. То есть по графикам, которые мы подготовили по этому году, работы с использованием этого материала, они будут проведены в 3-4 кварталах текущего года. То есть в целом материалами для производства работ, предусмотренных ремонтной программой филиала, мы обеспечены в полном объеме. Владеете ли вы информацией по поводу импортозамещения по оборудованию, имеется в виду? Вот то, что на подстанциях у нас там используются запасные части. Ну, пока у нас критики по наличию запчастей нету, но сейчас при формировании 2023 года, 2024 года и последующих годов мы акцентируем внимание на то, что
придется нам использовать различные варианты с применением уже отечественных аналогов, либо запчастей, материалов, которые будут использованы уже с учетом вот этих вот всех санкций, которыми сейчас ограничена наша страна. Ну, я думаю, это в процессе, в рабочем порядке это будет решаться. То есть в настоящее время материалами впрок немножко они у нас пока есть. Но и сейчас же, опять-таки, заявки все формируются с учетом этих особенностей. Мы уже ориентированы на производителей, которые находятся у нас на территории, либо с теми поставщиками, которых наша страна, так скажем, находится в дружеских отношениях.